Сегодня наша простая история о молодом парне, меломане. Тимур Гургулия – большой любитель рок-музыки. Это увлечение началось еще в юном возрасте, когда ему подарили набор старых пластинок. Благодаря этому увлечению он в совершенстве овладел английским языком. Почему он меня, так скажем, задел, да, зацепил за живой? Рок-музыка, на мой взгляд, самая честная, самая... Та музыка, которая трогает за, так скажем, за тончайшие струны души, понимаете? Вот так, произошла такая любовь с первого раза, можно сказать. И почему рок отличается от... Почему я не слушаю поп-музыку, допустим, да? Рок-музыканты, во-первых, они независимы, в то время как поп-музыканты, они все-таки ведомы своими продюсерами, так скажем. И во-вторых, рок-музыканты никогда не выступают под фонограмму. Но бывает, конечно, исключения, но в то время как, вот, если включить телевизор, мы видим, что все, практически 100% все поп-музыканты выступают под фонограмму. В рок-музыке такого нет. Рок-музыканты сами записывают тексты, музыку, все партии, все аранжировки, в принципе, они делают сами. Ну, конечно же, у них есть свой продюсер. Не без этого тоже, но они сами принимают важные решения. Так, с 13 лет Тимур начал собирать свою коллекцию. Начиная с аудиокассет, потом перешел на CD, а сейчас скачает композиции из интернета в MP3 формате. Журналы, диски, кассеты, а вот здесь, так скажем, сливки моей коллекции. Сейчас я вам покажу. Ага, сейчас я хотел бы начать с легендарной британской группы The Pink Floyd. Pink Floyd, да. У них есть альбом 1975 года выпуска, называется Wish You Were Here. Wish You Were Here. Жаль, что тебя нет рядом. И этот альбом у меня есть вот на вот таком носителе. Вот. Wish You Were Here. Вот. Wish You Were Here. Этот альбом был посвящен основателю данной группы Сиду Барретту. Даже есть в Википедии можно найти такой факт, что во время записи в 1975 году случайно как-то зашел один незнакомый человек. И потом они, музыканты Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор, узнали в нем, как бы, так скажем, отца-основателя данной группы. Они до этого его не видели. За несколько лет до записи данного альбома он покинул группу, но так неожиданно он пришел в студию записи. Они были тронуты, и они посвятили данный альбом вот ему. Дальше вот еще один прекрасный альбом, который был выпущен в 1984 году. Да, этот альбом был выпущен в Англии, вот Лондон. То есть это, можно сказать, оригинал. Это, можно сказать, даже считать первопрессом, наверное. Есть такая фраза знаменитая, я прочту на английском: Before anyone did anything, Elvis did everything. То есть сначала был Элвис, а потом все остальные. Понимаете, это король рок-н-ролла, и этим все сказано. Элвиса никогда не может быть много, он первый. Есть это альбом Ram Пола Маккартни, легендарный участник ливерпульской четверки, Beatles, это на все времена.
после распада Beatles он, конечно, начал заниматься сольным творчеством, в общем, да. И это, наверное, его лучший альбом. Как он тебе достался? Рэм, вообще надо сказать, как эти пластинки мне достались, да. Я как-то помогал своему дяде, это было давно, на даче. И я случайно увидел пластинки, они были складированы, все аккуратно, и я у него попросил, в принципе, он мне их отдал. Я не знаю, как они туда попали, я их взял, вот, основная, там штук 40 их было. И не просто там такие мелодиевские, там, знаете, советского производства, они были, многие были из Болгарии, Германии, такие, ну, можно сказать, как вам сказать, фирменные, в общем, да. И вот я взял себе, потом друг мне подарил еще штук 10, потом я еще кое-что я, может, купил, да. Вот акцент делал именно на такие на фирменные пластинки, не на мелодиевские. Хотя мелодиевские тоже они у меня есть в хорошем качестве. Еще что можно упомянуть? Сейчас. Здесь еще Элвис. Ну, раз мы заговорили о The Beatles, наверное, это его лучшее произведение. Imagine. Вы все знаете композицию Imagine all the people living in this world. Black Sabbath. Где этот альбом был выпущен? Наверное, в Германии. Elvis, Ram. Но есть у меня еще Bon Jovi, New Jersey. То есть есть, ну как бы, если вбить в гугле 100 лучших рок-альбомов всех времен и народов, то там обязательно будет этот альбом. Это, наверное, как бы пик творчества, да, Bon Jovi. White Snake, великий исполнитель Дэвид Ковердейл. Он выпустил этот альбом в конце 80-х, я вам точно скажу, ну, по-моему, в 87-м году, если не ошибаюсь. И тоже великий альбом Брюса Спрингстина, великий американский исполнитель. Этот альбом поднял его, возвысил просто до небес. Сделал его, так скажем, феноменом. Да, это основные. Есть еще здесь Ингви Малмстин, The Queen. В общем, здесь не вся коллекция, здесь, в принципе, ну, наверное, штук 85, может, где-то вот так, да. Тимур собирается купить качественный проигрыватель и слушать любимые композиции, записанные на пластинках. Я считаю, что винил, он звучит более сочно, более естественно и более, как это вам сказать, более живое исполнение, да. И я все форматы перепробовал, действительно. Мне сейчас чуть-чуть тесновато, так скажем, в MP3 формате, да. И я, во-первых, я предпочитаю, ну да, сейчас я слушаю MP3 формат, но я предпочитаю все-таки держать некое физическое воплощение данного альбома, понимаете, да, в эпоху, в цифровую эпоху, да, сейчас как все загружается на какие-то облака, на какие-то там диски, ну, такие виртуальные носители, да. Но все-таки мне хотелось бы держать данный альбом в руках, рассматривать картинки, тексты, песен, все, в общем, дает некое такое визуальное наслаждение. Особая страсть нашего респондента – это посещение рок-фестивалей. И он с удовольствием посещает фестивали, проводимые в российских городах. Да, я посещал концерты любимых групп, но легендарные это коллективы из Америки, из Британии. Допустим, последний раз я ходил на концерт любимой группы Metallica, это было в 2015 году. Это было в Санкт-Петербурге, я поехал на отдых к своим друзьям, к родственникам, да, и совпало так, что данный концерт проходил в Санкт-Петербурге в СКК.
И я, конечно же, воспользовался данной возможностью. Я получил огромное удовольствие. Это было просто непередаваемо. Потом я, конечно же, был на таких именитых группах, как Black Sabbath. Они являются родоначальниками, пионерами, первопроходцами в жанре heavy metal. От них все началось. Вот, вокалистом является великий, ужасный, так скажем, Оззи Осборн. Были такие группы, как Scorpions, это было в Краснодаре. Была еще группа Motorhead в Москве, была еще такая команда, группа, как Red Hot Chili Peppers, именитые калифорнийцы из Америки, да. Вот, в общем, мне это нравится. На рок-концертах происходит некая сопричастность, да, вот, слушателя с музыкантом. Там он не просто пришел, там, послушал, происходит обмен эмоциями, да, он чувствует сопричастность, вот слушатель с рок-музыкантом, он может подпевать, двигаться, понимаете, это очень важно, и там присутствует колоссальная энергетика, это что не может не радовать, и, понимаете, такие вот эмоции, вот эти эмоции, моменты, они врезаются в память на долгую жизнь. К сожалению, таких масштабных концертов, да, у нас здесь в Абхазии нет, но я все-таки пытаюсь посещать подобные, концерты, где есть живое исполнение. У нас здесь, допустим, я на прошлой неделе ходил на концерт Тамары Воронов, мне очень понравилось, джазовое исполнение. В принципе, джаз не самое мое любимое направление, но я открыт любому, новому, да, очень качественному, самое главное. К своему увлечению рок-музыкой Тимур относится очень серьезно. Это часть его жизни. Из этого увлечения, собственно, и родилось интернет-радио. Я и мои друзья, мы ведем одно интернет-радио. Оно называется А-радио, вот основной его логотип. Можно, в принципе, найти ссылочки все на Фейсбуке. Если вбить А-радио, все там есть и ссылки на архив, есть еще и прямой эфир. Мы делаем различные программы, те программы, которые могут быть интересны молодежи. Мы записываем программы, шоу различные на тему музыка, кино, спорт. Я сам записываю интервью и беседы. Я в основном общаюсь с молодыми экспертами из разных областей. Это может быть музыка, кино, неважно. Я записал порядка 50 интервью. Все это, в принципе, можно послушать. Пожалуйста, заходите, слушайте. Есть в коллекции Тимура одна вещь, которой он очень гордится. Предмет, так скажем, моей гордости, да, что я очень дорожу этим. Есть у меня такой один друг, друг по переписке, скажем, да, из Южной Кореи, Сеул. Вот мы давно с ним переписываемся, вот я как-то в беседе сказал, что я знаю такого южнокорейского режиссера Ким Ки-дука, да. Но я его в фильме смотрел, конечно, где я его могу еще увидеть. Он сильно удивился, да, откуда его знаешь, в Абхазии, там маленькая такая, как так. Дело в том, что он хорошо знаком с данным режиссером. И вот он для меня поехал к нему, взял афишу, так скажем, плакат с фильма. Вот Ким Ки-дук, вот он здесь, и в принципе он подписал Ким Ки-дук from Korea to Mr. Тимур Гургуля Ministry. Вот данные мне подарил. Мне очень приятно. В наше непростое время как же важно быть чем-то увлеченным, находить маленькие радости в повседневности, особенно когда ты молодой, а вокруг столько искушений. Я считаю, что жизнь стала бы интереснее, более насыщенной. И вот эти увлечения, они открыли бы для тебя новые возможности в жизни. Я думаю, это важно, не стоит от этого отгораживаться. И я очень рад этой тематике, я никогда об этом не жалел.
So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. You are right. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way.